Добрый день, обучающиеся. Меня зовут Ерканова Саулет Ерканқызы. Сегодня у нас с вами лекция по дисциплине «Деньги, кредиты, банки». Сегодня мы с вами рассматриваем тему «Центральный банк государства, его становление и развитие». В рамках данной темы мы с вами затронем такие вопросы, как денежная кредитная политика государства, Национальный банк Республики Казахстан и также управление золотовалютными резервами. Рекомендуем источник литературы. Это закон Республики Казахстан о Национальном банке от 30 марта 1995 года с изменениями и дополнениями на соответствующий год. То есть последние изменения произошли на 2 января 2021 года. Также это рекомендуем источник литературы «Основные направления денежно-кредитной политики Республики Казахстан на 2022 год». Данный документ вы можете найти на сайте Национального банка Республики Казахстан во вкладке «Денежно-кредитное регулирование». Что такое денежно-кредитная политика? Кто ее проводит? То есть для чего она нам нужна? Денежно-кредитная политика, она представляет собой часть государственной экономической политики, которая проводится центральными банками государств для воздействия на количество и стоимость денег в обращении. В нашей стране центральным банком как раз является Национальный банк, соответственно, денежно-кредитную политику государства проводит Национальный банк Республики Казахстан. Денежная кредитная политика, она подразделяется на следующие виды. Это на жесткую монетарную политику и на гибкую монетарную политику. Что означает жесткая монетарная политика? Это когда в стране, допустим, политика, она направлена на поддержание на определенном уровне денежной массы. А если же мы говорим о гибкой, соответственно, в данном случае данная политика направлена на поддержание на определенном уровне ставки процента. То есть вот чем они друг от друга отличаются. То есть исходя из этого как раз выделяются такие политики, как политика дешевых денег и политика дорогих денег. Если же, допустим, экономика переживает спад, и в ней высокая безработица, то проводится денежно-кредитная политика, которая получила на сегодняшний день название политики дешевых денег. В период усиления инфляции проводится политика дорогих денег, которая направлена в конечном счете на сокращение совокупных расходов и, конечно, совокупного спроса. Что такое денежно-кредитная политика? То есть денежно-кредитная политика – это основной документ, который разрабатывается Национальным банком Республики Казахстан, где приводятся основные ориентиры развития государства именно в денежно-кредитном направлении, то есть в денежно-кредитном регулировании. Данный документ, он находится в такой открытой печати, в открытой публикации, то есть вы можете зайти на сайт Национального банка nationalbank.kz и, конечно же, скачать этот документ, изучить, посмотреть основные направления ДКП. В 2016-2017 годах целевым ориентиром вообще Национального банка являлся коридор годовой инфляции 6-8%. И начиная с 2018 года целевые параметры они снижаются в рамках стратегии по достижению среднесрочной цели по инфляции. То есть самая главная цель вообще деятельности Национального банка заключается именно в поддержании стабильности цен в стране. Соответственно, и ДКП, денежно-кредитная политика государства, она направлена на поддержание стабильности цен. Соответственно, обесценивание денег, это как раз характеризуется такими показателями, таким понятием, как инфляция. А что такое инфляция? Инфляция – это повышение общего уровня цен на товары и услуги. Соответственно, для того, чтобы оценить годовой темп инфляции, коридор инфляции, соответственно, необходимо использовать такие понятия, как индекс потребительских цен, ИПЦ. Или же мы еще и называем ее потребительской корзиной, то есть показатель изменения общего уровня цен на товары и услуги, которые приобретаются населением для потребления. То есть ежегодно мы, когда следим через средства массовой информации, утверждение, уточнение республиканского бюджета, то, соответственно, там как раз и говорится о потребительской корзине, то есть сколько она составляет на соответствующий год, исходя из которого уже будут отчисляться, определяться основные базовые такие показатели.
Что такое инфляционное ожидание? Да? То есть мы тоже сталкиваемся с таким понятием, которое представляет собой предположение, да, населения и участников рынка о дальнейшей динамике инфляции. То есть это могут быть суждения экономистов, это могут быть суждения граждан, да, то есть чего они ожидают, допустим, какая ситуация может в экономике сложиться, допустим, на следующий год. Да? И исходя из этого, конечно, уже тоже определяется определенный коридор инфляции. Инфляционное таргетирование, да, то есть это главный такой, можно сказать, механизм, который используется именно в денежно-кредитной политике государства. Это режим денежно-кредитной политики, который ориентирован на установление и достижение целевого показателя инфляции в среднесрочной перспективе. Ну, какие же основные направления, да, мы можем назвать инструменты денежно-кредитной политики? То есть раз мы говорим, что основные направления денежно-кредитной политики государства, это представляет собой документ, который ежегодно разрабатывается Национальным банком. Документ, он содержит результаты денежно-кредитной политики за истекший год и основные направления на предстоящий период. То есть, допустим, если мы говорим, что на сайте Национального банка уже опубликованы, да, давно, конечно, не то, что уже, а на начало этого года, текущего года, уже опубликована денежно-кредитная политика. Соответственно, там как раз отражены результаты деятельности Национального банка за 2020 год и направлены ориентиры, да, на 2022 год. Какие же инструменты денежно-кредитной политики, да, имеются? Это операции на открытом рынке, это операции постоянного доступа и, конечно же, это минимальные резервные требования. Что означает операция на открытом рынке? Это регулярные операции Национального банка, которые он проводит в форме аукционов для предоставления и изъятия ликвидности на денежном рынке с целью формирования уровня межбанковских ставок вблизи базовой ставки. А сколько составляет на сегодняшний день базовая ставка, или же так называемая учетная ставка, ставка рефинансирования Национального банка? На сегодняшний день ставка рефинансирования Национального банка составляет 9%. Да? То есть мы должны это с вами знать. Операции постоянного доступа, или же постоянные еще механизмы их называют, это инструменты ДКП по корректировке как раз объемов ликвидности, которая сложилась по результатам операций на открытом рынке. Да? То есть это получается инструмент, который корректирует, можно сказать, результаты, последствия применения предыдущего инструмента, да, то есть операции на открытом рынке. И минимальные резервные требования, то есть используются для регулирования структурной ликвидности, также ликвидности и ставок на межбанковском денежном рынке. Это когда банки второго уровня создают определенные минимальные резервы для осуществления своих банковских операций. Следующий момент, да, то есть это мы должны с вами теперь ознакомиться вообще с целью, задачами деятельности Национального банка Республики Казахстан. То есть основным проводником денежно-кредитной политики государства является Национальный банк. А значит, основной целью деятельности Национального банка как раз является это поддержание стабильности цен в стране. И в рамках этого как раз он разрабатывает денежно-кредитную политику и проводит ее. Здесь в хронологическом порядке приведены основные такие, можно сказать, даты формирования и развития национальной банковской системы. Здесь мы можем отметить, что законом Республики Казахстан от 13 апреля 1993 года о Национальном банке Республики Казахстан Национальный банк Казахской ССР был переименован в Национальный банк Республики Казахстан. А 14 апреля 1993 года был принят закон о банках в Республике Казахстан. То есть здесь мы уже смело можем сказать, что начало развития отечественной банковской системы как раз вот начинается с 13-14 апреля 1993 года, когда мы переименовали, да, Национальный банк Казахской ССР в Национальный банк Республики Казахстан, и когда мы уже приняли закон о банке в Республике Казахстан. В настоящее время, конечно, действует закон РК от 30 марта 1995 года за номером 2155 о Национальном банке Республики Казахстан с изменениями и дополнениями по состоянию на 2 января 2021 года.
За всю историю отечественной банковской системы 10 раз сменялось руководство Национального банка Республики Казахстан. На сегодняшний день председателем Национального банка Республики Казахстан является Дусаев Ербулат. Председатель Национального банка Республики Казахстан, он назначается и освобождается от должности президентом Республики Казахстан. То есть Национальный банк — это такая независимая организация, которая является подотчетным президенту Республики Казахстан. Основной целью Национального банка является это обеспечение стабильности цен в РК, в ходе которого по достижению этой цели на него возлагаются еще определенные задачи. Да? То есть задачи заключаются в разработке и проведении денежно-кредитной политики государства, это обеспечение функционирования платежных систем, осуществление валютного регулирования, валютного контроля. Да? То есть нам известно, что в этом направлении действует закон о валютном регулировании и валютном контроле. Это содействие обеспечению стабильности финансовой системы, регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, а также иных лиц в пределах компетенции. Обеспечение надлежащего уровня прав защиты и законных интересов потребителей финансовых услуг и осуществление статистической деятельности в области денежно-кредитной статистики и статистики внешнего сектора. То есть реализацию решения этих задач, конечно, вы в полной мере можете также увидеть, ознакомиться на сайте Национального банка. Там как раз также приводится вкладка «Статистика», где по направлениям деятельности Национального банка вы можете ознакомиться статистиками как внутреннего, так и внешнего сектора развития с нашей стороны. Если же коснуться структуры Национального банка, то мы можем сказать, что Национальный банк состоит из центрального аппарата, состоящий из 13 департаментов и 13 самостоятельных управлений и 16 территориальных филиалов. И один филиал находится в городе Алматы, он называется Центр кассовых операций и хранения ценностей. То есть в каждом городе нашей республики имеется по одному территориальному филиалу. Допустим, в нашем городе Семей также имеется филиал Национального банка, который расположен по улице Уранхаева. Кроме того, также мы можем назвать подотчетные организации, да, то есть это 3 подотчетные организации. Это Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального банка РК, это Казахстанский монетный двор Национального банка Республики Казахстан, который расположен в городе Усть-Каменогорске, и это банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан, которая расположена в городе Алматы. Кроме того, Национальный банк является акционером следующих акционерных обществ. Это вот они перед вами перечислены, да, то есть это Казахстанский фонд гарантирования депозитов, Центр обеспечения деятельности Национального банка РК, Национальная инвестиционная корпорация НБРК, Государственное кредитное бюро, Центральный депозитарий ценных бумаг, Казахстанская фондовая биржа, Учебный центр Национального банка Республики Казахстан, это также рейтинговое агентство, региональный финансовый центр города Алматы, Банковское сервисное бюро Национального банка, Казахстанский фонд устойчивости и также ипотечная организация Баспана. Следующий момент, который мы с вами должны будем изучить, это управление золотовалютными резервами. Да? То есть что это такое вообще золотовалютные резервы, а что из себя представляет само управление, да? То есть что из себя представляет процесс управления золотовалютными резервами. Золотовалютные резервы – это активы государства, высокой такой ликвидности, можно сказать, активы государства, которые служат такой вот гарантией для государства, страховкой, можно сказать, положения государства на международной арене. На сегодняшний день Казахстан находится на 18 месте в мире по запасам золота. Золотовалютные резервы – это, как мы уже отметили, это страховка финансового положения страны на международной арене. Из чего состоят золотовалютные резервы? Да? То есть что это такое, что они из себя представляют? Это, конечно, они состоят из драгоценных металлов и драгоценных камней. Это иностранные денежные средства, да, то есть это как раз признанные, можно сказать, денежные единицы зарубежных государств. Это доллар США, евро, швейцарский франк, японская иена, фунт стерлингов.
Кроме того, это специальные права заимствования или СДР, да, мы еще называем, которые представляют собой международные такие безналичные мировые денежные единицы, которые выпускает Международный валютный фонд. И, конечно же, это резервная позиция в Международном валютном фонде. То есть это сумма резерва, которые соответствуют количеству денег, которые были внесены во время вступления в МВФ. То есть Казахстан, вступая в состав, да, Международного валютного фонда, он в обязательном порядке внес определенную сумму средств. То есть это резервная позиция Казахстана в МВФ. Конечно, МВФ при необходимости эти средства может выдать государству в качестве финансовой поддержки в условиях, конечно, если ухудшается, допустим, финансовое положение государства. В целом, конечно, наша тема, она посвящалась изучению денежно-кредитной политики государства, которая проводится Национальным банком Республики Казахстан. Национальный банк у нас в нашей стране представляет собой верхний уровень банковской системы. Это говорит о том, что второй уровень банковской системы представлен всеми другими коммерческими банками, за исключением Банка развития Казахстана, который был создан с особым правовым статусом. Развитие национальной банковской системы знаменуется принятием двух основных законов. Законов о переименовании Национального банка Казахской ССР в Национальный банк Республики Казахстан от 13 апреля 1993 года и с принятием закона о банках ВРК от 14 апреля 1993 года. Это два закона, которые как раз знаменуют именно начало развития национальной банковской системы. Банковская система Республики Казахстан, она двухуровневая. В настоящее время Национальный банк действует на основе закона от 30 марта 1995 года о Национальном банке Республики Казахстан. Как мы уже отметили, что самой основной целью деятельности Национального банка является это поддержание стабильности цен. Соответственно, на него возложены определенные задачи. Все задачи, все функции, все полномочия Национального банка Республики Казахстан как раз регулируются и регламентируются законом о Национальном банке. Кроме того, мы рассмотрели с вами структуру вкратце, да, и также смогли дать понятие вообще, что из себя представляют золотовалютные резервы, что к ним относятся и, конечно же, для чего они нужны государству. То есть золотовалютные резервы, они состоят из металлов и драгоценных камней, иностранных денежных средств, специальных прав заимствования, или мы их еще называем СДР, да, то есть это безналичные мировые денежные единицы, которые выпускает Международный валютный фонд, и, конечно же, резервные позиции в Международном валютном фонде. Золотовалютные резервы, они являются страховкой, да, государства на международной арене, да, то есть страховка финансового положения государства. Кроме того, золотовалютные резервы, они хранятся на счетах Национального банка или могут храниться на счетах финансовых организаций, кредитный рейтинг которых не ниже оценки A, которая присваивается международными крупными финансовыми рейтинговыми агентствами, таких как Standard Poor's, Modus и так далее. Таким образом, денежно-кредитная политика государства проводится Национальным банком Республики Казахстан. Да, направление денежно-кредитной политики представляет собой основной документ, где отражены результаты за предыдущий год и, конечно же, определяются ориентиры на предстоящий период. Далее денежно-кредитная политика, она как раз реализуется за счет инфляционного таргетирования, да, то есть это режим такой денежно-кредитной политики, который на сегодняшний день придерживается Национальный банк Республики Казахстан. Национальный банк представляет собой верхний уровень банковской системы. Соответственно, она действует на основе закона от 30 марта 1995 года за номером 2155. Имеет председатель Национального банка, назначается и снимается с должности президентом Республики Казахстан, соответственно, является подотчетной организацией президенту Республики Казахстан, осуществляет свою деятельность согласованно с правительством РК. На этом все. Спасибо за ваше внимание. Всего доброго.